Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Привет всем! Вы на канале Қазақ тілі. Мы начинаем новую рубрику «Қазақ тілі оңай болсын». Тема нашего сегодняшнего урока – амандасу әдебі или этикет приветствия. Знаете ли вы, что в Казахстане то, как вы поздороваетесь, может открыть вам любые двери? Сегодня мы научимся делать это правильно. Индеше бастайық. О чем этот урок? В этом выпуске мы разберем фундамент казахского гостеприимства, этикет приветствия. Вы научитесь не просто говорить «привет», а понимать, кому и в какой ситуации уместно сказать ту или иную фразу, ну или слово. Мы разберем 12 базовых слов, научимся отвечать на вопросы и с помощью диалога закрепим наши знания. Для кого этот урок? Для тех, кто начинает учить казахский язык с нуля и хочет звучать естественно. Прежде чем мы приступим, я задам вам такой вопрос. Какие вы знаете слова на эту тему? На тему амандасу или приветствие. Да, в первую очередь, наверное, пришло слово салем. Салем. Но мы сегодня, как я говорил, разберем 12 фраз, слов, да, и закрепим их с помощью диалога. И первое наше слово салеметсізбе. Давайте вместе. Салеметсізбе. Салеметсізбе. Да? Здесь есть буква звук Да, он чуть-чуть сложноват, но постарайтесь произнести его. Салеметсізбе. Перевод будет «Здравствуйте». Да, теперь применение. Это самая важная и универсальная фраза. Она подходит для общения с учителями, коллегами, незнакомыми людьми и старшими. Мы используем слово «салеметсізбе», когда начинаем общение с учителями, коллегами, незнакомыми людьми, да, и в основном старшими. Друзья, если вы сомневаетесь, как поздороваться, говорите именно так. Салеметсізбе. Салеметсізбе. Хорошо. Второе слово, да, мы только что его говорили, это салем, да. Многие знают это слово, оно переводится как «привет», «привет», но мы применяем его только с друзьями, одноклассниками или людьми вашего возраста, с которыми вы в близких отношениях. Следующее. У нас несколько фраз. Заметьте, они чем-то схожи друг с другом. Давайте вместе. Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш. Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш. Не қайырлы таң, не қайырлы күн, не қайырлы кеш. Да? Я все понимаю. Поначалу будет тяжело выговорить эти фразы, но давайте вместе постараемся. Здесь есть буква Х, Н, да? Еще раз. Х, Н и она во второй фразе, да? Вот заметьте, күн. Күн – это солнце. Но еще мы переводим как день. Давайте теперь посмотрим перевод этих фраз. Смотрите, хайрлы таң – это у нас доброе утро. Утро – это таң, хайрлы – это доброе. Можем перевести как доброе. Хайрлы күн – это добрый день. Добрый день. Хайрлы кеш – это добрый вечер. Добрый вечер. Применение. Официальные и очень культурные формы приветствия, привязанные ко времени суток. Отлично подходит для начала презентации или видео. Хорошо. И следующее слово ассалау алейкум. Ассалау алейкум. Длинное слово, да? Перевод мир вам. Мир вам. Еще раз, давайте повторим это слово. Ассалау алейкум. Ассалау алейкум. Здесь есть буква Г, как во французском языке. Есть буква Г. Г. Ассалау алейкум. Применение. Традиционное и очень уважительное
приветствие среди мужчин обычно сопровождается рукопожатием обеими руками. Пятое слово. Если вам сказали «Ассаламу алейкум», да, вы отвечаете «Ва алейкум ассалам». «Ва алейкум ассалам». Перевод «И вам мир». «И вам мир». Еще раз. «Ва алейкум ассалам». Да, здесь буква «А», мы ее говорим как «э», выговариваем как «э». «Ва алейкум ассалам». Применение. Это обязательная ответная фраза на слово «Ассаламу алейкум». Нельзя отвечать по-другому, если с вами поздоровались именно так. Следующее слово у нас «калайсын». «Калайсын». Перевод «как ты». «Как ты». Еще раз. «Калайсын». «Калайсын». Не «калайсын», а «калайсын». «Калайсын». Применение. Обращение на «ты». Да, заметьте, здесь есть обращение на «ты». Используется в кругу друзей после основного приветствия. Например, «салем». Я могу сказать своему другу, да, «салем», «калайсын». Это значит «привет, как ты?». Следующее слово или фраза у нас «калыңыз қалай». «Калыңыз қалай». По правилам орфоэпии здесь будет немножко изменение. Заметьте, «калыңыз қалай». «Галай». Да, еще сложнее, да? Правила за правилами, но мы должны их выучить. Смотрите, когда мы хотим спросить, да, это перевод, да? Как ваше самочувствие или как дела? Да, как дела? Если мы хотим сказать эту фразу, мы должны правильно выговаривать каждое слово, каждую букву, да? И заметьте, «калыңыз қалай». «Калыңыз қалай». Да, мы должны правильно сказать это слово. Хорошо, применение. Применение — это вежливое обращение на «вы», да? «Калыңыз қалай». Мы спрашиваем это у старших или малознакомых людей, чтобы проявить заботу, да? Перевод, да? Еще раз, давайте посмотрим перевод. Как ваше самочувствие или как ваши дела? Как ваши дела? Хорошо, следующее слово «амансызба». «Амансызба». Перевод «здоровы ли вы?» Все ли у вас благополучно? Все ли у вас хорошо? «Амансызба». Еще раз. «Амансызба». Применение. Глубокое традиционное приветствие часто используется при встрече с бабушками и с дедушками или в сельской местности. Но если вы скажете «амансызба», вы удивите всех этим словом. «Амансызба». Хорошо, следующее. Теперь, как отвечать на вопрос о делах, да? Мы только что рассматривали слова или фразы, да? По типу «калыңыз қалай», «қалайсың», «амансың ба», «амансыз ба», «амансың ба». Хорошо, теперь как отвечать? Как отвечать на эти фразы? 9 слово «жақсы». Ну, это стандартное слово. Мы говорим или «жақсы», или 10 слово «жаман». «Жақсы», «жақсы», «жаман». Да? «Жақсы» переводится как «хорошо», а «жаман» плохо. У меня все хорошо. Мы можем сказать «жақсы», да? Или у меня все плохо, «жаман». Кратко, четко, ясно. Ну, давайте посмотрим применение слова «жақсы», да? Применение самый частый и позитивный «жауап». «Жауап» — это ответ. Ответ, да? Позитивный ответ. Обычно добавляют слово «рахмет», «жақсы», «халымыз жақсы». Вот, я написал применение «жақсы», «рахмет». Но если у вас плохо, вы можете сказать «жаман». Применение используется редко, так как в казахской культуре принято отвечать позитивно. Но если действительно возникли трудности, можно сказать так – «жаман». И у нас остались две последние фразы, два последних слова. «Сау-бол» и «сау-болыңыз». «Сау-бол», да, это означает «пока». Еще раз. «Сау-бол». «Сау-бол», да. Иногда можно применять как «будь здоров», да.
прямой перевод «будь здоров». Будь здоров, да? Но вот я написал применение, это способ, это также способ попрощаться. Да? Например, кто-то чихнул, вы можете сказать «саубол», или когда вы прощаетесь, да, диалог завершился, и вы можете сказать «саубол», да? Тем самым вы попрощаетесь с собеседником. Или «сауболыңыз», да, перевод «до свидания». До свидания или буквально «будьте здоровы». Применение – это вежливая и официальная форма. Используйте ее при общении с учителями, старше по возрасту или в официальных ситуациях. Это золотой стандарт вежливости. Теперь давайте закрепим наши знания с помощью диалога. Сәлем. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы, өзің амансың ба? Бәрі жақсы, рахмет. Жарайды, сау бол.